Как сегодня обстоят дела в духовном центре? Хвала Аллаху, который дал нам возможность участвовать в строительстве такого масштабного, богоугодного дела, как строительство мадраса. И на сегодняшний день у нас строится 3 корпуса, 2 жилых и 1 учебный корпус. В одном из жилых корпусов мы закончили, можно сказать, основную часть работы. У нас кровля закрыта, окна, все штукатурочные работы, все дела сделаны. На 2 этажах, можно сказать, шпаклевочные работы закончены. А в другом корпусе мы закрыли кровлю, поставили окна, провели проводку и начали, по милости Аллаха, штукатурочную работу. Касаемо учебного корпуса, мы начали строить. У нас стояло 2 этажа, мы начали сейчас строить 3-й этаж, и рабочие у нас установили опаловки и начинают устанавливать каркасы для того, чтобы после, по милости Аллаха, залить его. Касаемо того, что сколько мы собрали более, где-то около 3 миллионов рублей, и, конечно же, они все задействованы. И того, что касается полной всей суммы для того, чтобы завершить строительство мадраса, еще нету ясности. Почему? Потому что у нас проектно-сметная документация 2012 года, а с 2012 года и сегодняшнего времени у нас цены намного изменились, и мы полностью еще не рассчитали, да, не посмотрели еще. Но думаю, иншаллах, по милости Аллаха, мы в ближайшее время все эти моменты рассмотрим и дадим полную ясную цифру для завершения, какая сумма нам нужна будет. Иншаллах. Расскажите про сертификаты. Мы это заимствовали в духовном центре имени пророка Иисы, алейхиссалям, и именно мечети пророка, саллаллаху алейхиссаляма. Там у нас начались именно эти сертификаты на колонны. И мы здесь тоже подумали и решили попробовать, и она оправдала себя, по милости Аллаха. И у нас были 51 колонна и где-то 49 ригелей приблизительно. И у нас колонны закончились, и остались около 30 ригелей. Получить его сертификат можно легко. Любой из людей, да, может внести определенную сумму по стоимости этого ригеля и получить за это сертификат. Можно также и всей семьей. Можно всей семьей тоже получить, вместе собравшись, можно приобрести 1 сертификат. Некоторые говорили то, что были между братьями разговоры, то, что это якобы зачем это нужно, сертификаты, так как это может быть как якобы показуха, не показуха, да, такие моменты. Но я, можно сказать, не согласен с этим. Почему я не согласен с этим? То, что мы делаем это ради Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Если бы мы не делали бы, я думаю, ради Аллаха мы бы, наверное, и не старались бы, да, вот, вложиться в это. Но сертификат, оно может быть причиной того, что в будущем, когда увидят это наши внуки, наши правнуки, то они очень сильно обрадуются. Почему? Потому что они узнают то, что в такой огромной масштабной мадраса, духовный центр, да, вот, люди, ихние предки вложились в это. И то, что ихняя частица тоже есть именно в этом. Как-то вот с такого соображения, я думаю, в этом будет, иншаллах, польза. Садака в мадраса за наших покойных. Согласно тому, что говорил пророк, алейхиссаляту вассалам, касаемо садакату джария, да, непрерывная милостиня,
как мы знаем, оно является то, что мусульманин после себя может оставить, да, это благочестивое потомство, которое после нашей смерти оно будет просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения грехов своих родных, близких, да, и как бы делать за них милостиню, или же посаденное дерево, или же мост построен, колодец, да, все то, что согласно шариату, тем, чем будет Всевышний Аллах доволен, да, можно сказать, это одно из непрерывных милостей. И это тоже то же самое практически получается. Почему? Потому что имам Навави приводит, как бы дает комментарий к хадису, переданной Сахихуль Муслим, где он, разъясняя хадис пророка, говорит: тот, кто хочет, говорит, проявить почтение своим родителям, да, пусть этот человек даст милостиню, говорит, от ихнего имени. И они говорят, обязательно за это получат, иншаллах, вознаграждение. Здесь тоже точно так же ребенок может, да, за своих родителей или за своих родных, близких приобрести колонну от их имени. Да, приобрести колонну и дать за это вознаграждение, чтобы получали они, как от ихнего имени. И как садакату джария, она, пока оно будет, эта мадраса будет мутаалима учиться, пока от нее будут получать религиозное образование и будет польза для общества, для общины пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, они будут, иншаллах, до судного дня получать за это вознаграждение. Можно ли помочь стройке выплатой закята? Что такое закат? Закат – это выплата со своего имущества. Да? Человек, который согласно шариату установленный с торговли или земледелия, или же там скотоводства, или же там торговлей, да, который занимается человек с бизнеса, да, с этого человек ежегодно должен выплачивать закат. Но закат, оно должно выплачиваться именно бедным, нуждающимся мусульманам. Оно выплачивается именно бедным, нуждающимся людям, но никак не в мадраса, строительство или же мечети. Но есть такой момент, если человек выплачивает закат нуждающемуся человеку, и этот человек, нуждающийся, после того, как примет, он может эти средства, если он пожелает, по своему собственному желанию, он может передать их и для строительства мадраса, и для строительства в мечети. Только в таком случае. В другом случае закат, оно для других целей не используется, кроме как для бедных, нуждающихся мусульман. Планируется ли летний лагерь и обучение родному языку? В конце учебы, да, когда уже в конце года, учебного года, когда уже начнутся каникулы, как и везде начинаются у нас трехмесячные каникулы, в этом случае, да, мы, думаю, по милости Аллаха, можем организовать здесь летний лагерь для того, чтобы здесь обучать детей школьного возраста религиозным знаниям, да, как основам религии, как совершению намаза, чтению священного Корана, да, этики, почтения, уважения, понимания ислама, да, этим. И второстепенно, конечно же, мы можем и преподавать то, что на сегодняшний день очень актуально, это изучение родного языка. Почему? Потому что наши предки, они прекрасно владели арабским языком. Они все прекрасно владели арабским языком, но они сохранили свой родной язык. Они, чтобы не был затерян родной язык, не утерян, они писали даже книги на аджаме. Хоть и буквы арабские, но чтение оно было на родных языках. Для чего они делали это? Для того, чтобы сохранить свой родной язык. А родной язык что это? Родной язык это проводник истории. Это то, что нам дает идентичность, показывает, кто мы такие, откуда мы пришли,
Да, вот все эти моменты, где наша Родина, да, вот через родной язык. Поэтому я думаю, это одно из актуальных тем, и мы думаю, у нас получится, иншаллах, в этом направлении тоже работа, и от этого будет польза. Но мы должны стараться. От нашего старания нам Аллах тоже дает. Поэтому прошу Аллаха, чтобы Аллах нам дал возможность работать на Его пути и делать то, чем Он будет, иншаллах, доволен, и даст нам благочестивое потомство, от которого нам не будет стыдно, и мы будем только получать в последующем тоже, иншаллах, вознаграждение.